Приветствуем вас, дорогие жители СНГ и бывшего Союза. Сегодня мы узнаем о существовании тюркских фамилий в Америке. А если досмотрите это видео до конца, то узнаете, откуда у некоторых немцев и французов могла появиться фамилия Киргиз. А прежде хотим сказать, что мы не топовые ютуберы, которые просят вас подписаться и поставить лайк. Мы обычные начинающие ютуберы, которые просят вас подписаться и поставить лайк. Ну а также нажать на колокольчик. Так работает YouTube. Чисто сердечно благодарим вас. Ну, хватит болтать, смотрим. Итак, друзья, заходим в Google, набираем Kyrgyz Find a Grave, переходим в картинки. И вот что мы видим. Надгробные плиты с фамилией Киргиз. И все эти могилы, друзья, находятся в США. Вот просто удивительно, откуда у американцев такая фамилия, и имеет ли она отношение к киргизам, к народу киргизов. Друзья, из этических соображений мы не будем показывать фотографии или другие подробности. Все-таки люди ушли в мир иной. Поэтому давайте быстренько глянем пару примеров, а потом перейдем к другим результатам нашего поиска. Вот, например, человека звали Джейкоб Киргиз. Родился он в 1806 году, а умер в 1883 в штате Огайо, США. Или же вот другой пример. Давайте глянем, посмотрим крупным планом, хотя думаем, что вам и так видно. Но, друзья, если набрать просто Киргиз, то Google, конечно же, выдает нам фотографии самих киргизов. Но вот встречаются интересные личности с этой фамилией. Например, некий Франк Питер Киргиз является CEO одного из подразделений BBC, судя по его страничке. Как-то, знаете, друзья, несколько странно звучит, не находите? Франк Питер Киргиз. Какой-то диссонанс. Наверное, с самим киргизом тоже непривычно слышать фамилию, казалось бы, европейскую или американскую, хотя какая разница, европейская или американская, но которая похожа на само название народов, то есть народа киргизов, киргизского народа. Или же вот, друзья, некто по имени Пол Киргиз. Является деканом, не хочется выделять, является деканом в университете штата Монтана, или просто университета Монтана, декан. И в целом, друзья, страничка достаточно большая, и чтобы сэкономить ваше время, мы заранее открыли странички этих людей, то есть людей с фамилией Киргиз, и предлагаем вам быстренько пробежаться по ним, по этим страничкам. Вот семья докторов Лори и Джейми Киргиз проживают в США. Доктор Александр Киргиз, Германия. Вероника Киргиз, или Вероника на наш лад. Институт Вейзенбаум, Германия. Какая-то компания Киргиз Иншуранс и так далее, друзья. Очень много примеров. Но вот если набрать на сайте Роддарис Киргиз, то этот сайт выдает людей с фамилией Киргиз, проживающих в США. Пожалуйста, на все буквы алфавита. Адам, Элисон и так далее, друзья, на все буквы алфавита. Но вот сайт Namespedia, друзья, дает более подробную информацию о значении имени Киргиз. Забегая вперед, скажем, что сайту на самом деле неизвестно значение. Фамилия Киргиз, друзья, согласно сайту, встречается по крайней мере 167 раз, как минимум в 5 странах. Чаще всего в США, в Германии, Франции, России и Украине. Список людей с этой фамилией. Страны, где встречается эта фамилия. И вот, как мы сказали уже, значение имени неизвестно. Давайте глянем карту. В США эта фамилия чаще всего встречается в штате Мичиган. Далее, друзья, фамилия Казак. Фамилия Казак встречается гораздо чаще, чем фамилия Киргиз, по крайней мере 2816 раз, как минимум в 27 странах.
в Белоруссии, в России, США, Украине, Латвии, Турции, в Польше и в других странах. Список людей, друзья, страны. Но здесь есть одно но, друзья. Фамилия это происходит от русского казачества. Косак написано, как говорит этот сайт. Но вы знаете, друзья, нам кажется, что все-таки есть люди, чья фамилия происходит от названия казахского народа. Посмотрите сами. Салман Казак. Человек с таким именем, скорее всего, является либо арабом, либо турком. Салман или Салман. Хотя это имя встречается и у других народов, мусульманских народов обычно. Но нам кажется, что люди с таким именем, их фамилия происходит от названия казахского народа. Хотя, возможно, мы и ошибаемся. Но вот фамилия татар, друзья, встречается гораздо чаще, чем фамилия киргиз или же казак. Более 4000 раз, по крайней мере. И как минимум в 38 странах. Пожалуйста, список стран. Вам и так, наверное, видно. Не будем их всех озвучивать. Названия этих стран. Вот список людей. Страны, где встречается фамилия татар. Эта фамилия, как видите, встречается во многих странах Запада. США, в Италии, Франция, Германия, Норвегия. Хорватию узнаем. Хотя Хорватия, интересно, как она относится к странам Запада или нет. Ну, все относительно. Относительно, видимо, Азии, то это будет, конечно же, Запад. Значение имени, друзья, вот самое интересное, происходит это имя или же фамилия от названия татарского народа. Видите, да? То же самое, что татар означает. Далее, друзья. Мы не посмотрели, в каких штатах чаще всего встречается эта фамилия. В Иллинойсе, в Пенсильвании, в Мичигане, в Калифорнии. Кстати, фамилия Казак тоже. Вот, друзья, встречается чаще всего в Калифорнии, в Иллинойсе, в Мичигане и в других штатах. Фамилия Башкиров, друзья. Ну, здесь явно видно, что эта фамилия происходит от названия башкирского народа. Встречается как минимум 400 раз в 7 странах, по крайней мере. Список стран, Америка. Но сайт говорит, что значение этого имени неизвестно. Но нам-то с вами, друзья, известно. Но не может быть, чтобы Башкиров не имело никакого отношения к башкирам. Мы просто убеждены, что Башкиров происходит от названия башкирского народа. Фамилия эта встречается чаще всего в Калифорнии. Так, движемся дальше. Каракалпакис. Очень интересное звучание, конечно, ребята. Каракалпакис. Видимо, греки, судя по фамилии. Фамилия Каракалпакис встречается по крайней мере 9 раз в 4 разных, то есть как минимум в 4 странах. Список стран. Так, карты почему-то у нас нет, но видим, что чаще всего в Штатах. Значение имени неизвестно. Но мы здесь тоже, друзья, уверены, что Каракалпакис прям вот происходит от каракалпаков. Эта фамилия берет свое начало от названия каракалпакского народа. Ну, здесь явное, просто явное, очевидное сходство. Ногай, друзья. Фамилия Ногай встречается как минимум 261 раз в 9 странах. Опять-таки, по крайней мере, в 9 странах. Список стран. Люди с фамилией Ногай. Америка. Значение неизвестно. Но здесь совсем уж явное сходство, совпадение Ногай прям один в один. В США фамилия Ногай чаще всего встречается в штате Пенсильвания. И, наконец, друзья, фамилия Балкар. Фамилия Балкар, друзья, встречается по крайней мере 64 раза, как минимум в 12 странах. Так, список стран, список людей с этой фамилией. Америка. И значение имени, друзья, обратите внимание, очень интересное. Полон сил. Ну, мы просто рады за братьев-балкарцев. Полны сил. Фамилия Балкар встречается чаще всего в штате Калифорния. Вот так вот, друзья, очень интересно, что все эти фамилии
которые так похожи на названия тюркских народов, встречается в самых разных странах Запада. А что думаете вы, друзья? Напишите в комментариях. Итак, друзья, что вы думаете? Откуда у американцев такие фамилии? И имеют ли они отношение к тюркским народам? Мы со своей стороны думаем, что здесь два варианта. Первое – это просто совпадение. Второе – да, фамилии эти имеют отношение к тюркским народам, то есть к их этнонимам. В истории некоторых из этих людей говорится, что они родились кто где. Кто в Германии, кто в Словакии и так далее в различных частях Европы. В случае с татарами и башкирами, нагайцами и балкарцами ситуация более-менее понятна. Ну, думаем, вы и сами догадались. Эти народы исторически ближе располагались к Европе, чем, скажем, казахи или киргизы или узбеки. И, соответственно, могли иметь контакты с европейцами. Вспомним тот же Хазарский каганат, или Аварский, или ханство, Казанское, Крымское, Астраханское, или Ногайскую орду. Приличная такая была орда. А часть башкиров и вовсе жила в Европе. Представляете, в X веке башкиры помогали венграм, на минуточку, в становлении Венгерского королевства. Вот так вот. И вполне возможно, что европейцы могли принять фамилии, производные от названия данных народов. А позднее потомки тех самых европейцев, возможно, перебрались в Америку. Ну, более-менее разобрались. А вот ситуация с фамилиями Каракалпакис и Киргиз неоднозначная. Но согласитесь, фамилии эти очень созвучны с Каракалпак и Киргиз. Кстати, пока не забыли, мы говорим правду и только правду. Ну, мы как бы канал Правдамен. Правду, которую мы находим в интернете. Но мы обязательно проверяем источники на предмет достоверности. Это наша кредо. Честность и правда, объективность и справедливость. Безо всякой предвзятости. Никого не возвеличиваем и не принижаем. А буквально через пару минут вы узнаете о возможно существовавшей империи киргизов в Европе. Да ладно! Серьезно? Фантастика! Ну, возможно. К сожалению, мы не смогли найти информацию про происхождение фамилии Каракалпакис. Но, скорее всего, она происходит от названия народа Каракалпаков. Посудите сами. Сходство более чем очевидное. Каракалпак, Каракалпакис. А вот дела с фамилией Киргиз обстоят куда сложнее и глубже, как нам кажется. Да, кто-то скажет, что в этой фамилии в конце буква «С», а не «З», как в киргиз. Но знаете, друзья, монголы и некоторые народы Сибири когда-то называли киргизов кыргыз, то есть в конце буква «С». Одно дело, когда у казахов и узбеков встречаются фамилии Киргизбаев, а у киргизов фамилии, имена Казакбаев и Узбек, тут все понятно. Сюда же нужно отнести и турецкую певицу по имени Гокче Кыргыз. Как видите, у нее тоже фамилия Кыргыз. Но, возвращаясь к американцам, все-таки интересно, откуда у них эта фамилия? Как мы уже сказали, дела здесь обстоят куда сложнее. Здесь куча вариантов и просто огромное поле для размышлений. Но, кажется, мы нашли зацепку. В биографии некоторых этих людей говорится, что они в 19 веке эмигрировали из Германии в США. На сайте Free Pages говорится об одной семье Киргизовых. Если набрать в поиске Киргиз, то мы видим, Киргизовы приехали в 1835 году в городок Сенека прямо из Германии. И надгробные камни некоторых членов этой семьи написано на немецком. Это вот сайт об одном из кладбищ в городке Сенека. Ну тогда откуда в Германии эта фамилия? Быть может, объяснение кроется в этом? Эту карту мы нашли случайно. Оказывается, в
50-х и 60-х годах 20 века немецкие ученые, основываясь на архивных материалах Германии, составили карту Киргизской империи в 9-10 веках. На этой карте граница киргизского великодержавия, как прозвали советские историки империю киргизов в те времена, на западе простирается аж до границ Франции и даже охватывает часть Балканского полуострова. Представляете? Хотя историки из СНГ помещают карту Киргизской империи в пределах Центральной и Северо-Восточной Азии. Если источники достоверны, то в 90-х годах прошлого столетия некий немецкий профессор по фамилии Шулберг, оказывается, читал лекции об истории киргизов в университете города Люненбург, что в Нижней Саксонии, и использовал эту самую карту. Ссылку на источник оставляем под видео. Сказать, что мы сильно удивлены этой карте, значит ничего не сказать. Просто диву даешься. Действительно ли империя киргизов простиралась аж до Парижа? К сожалению, мы не можем подтвердить информацию об этой интересной карте, так как не нашли первоисточников. На первый взгляд, все это может звучать несколько бредово, не так ли? Откуда киргизы в средневековой Европе, да еще и в качестве империи? Посмотрите на их нынешнее состояние. Да, быть может, у киргизов не самая сильная экономика в мире, но мы ведь говорим об истории. И если допустить мысль, что эта карта все-таки имеет место быть, то становится ясным, откуда у некоторых немцев могла появиться фамилия Киргиз. Однако, друзья, у нас есть вариант гораздо более вероятный и который укладывается в логические рамки. Друзья, мы понимаем, что не все смотрят длинные ролики, есть только они неинтересные. Поэтому мы разделили этот выпуск на две части. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а если нет, то все равно напишите в комментариях. Нам же интересно, почему вам не понравилось. Друзья, давайте хотя бы иногда, просто для разнообразия, относиться друг к другу по-хорошему. Нам это так необходимо. На этом у нас все, дорогие жители СНГ и бывшего Союза. Всем крепкого здоровья и успехов!